На этом видео семья трогательно празднует день рождения мамы Цицаны Кишмаря. Громко и радостно были счастливы все. Казалось, ничего не предвещало горя. Однако беда стучится в двери тогда, когда ее совсем не ждешь. Былое счастье рухнуло в один миг. Все началось с того, что дочь Цицаны, Моника Гогохия, заметила у матери уплотнение в области груди. И с этого момента жизнь семьи разделилась на до и после. На следующий день, конечно же, я забрала в Грузию, так как и все, многие, я думала, что в Грузии медицина сильна, а по факту оказалось, что все, наоборот, все печально. Я своими силами стала ее обследовать, перепроверять во многих клиниках, везде все перепроверила, морфологию также перепроверяла, нам поставили диагноз аденокарцинома, то есть у нее очень редкая форма, трижды позитивный, хернио трижды позитивный, не гормонозависимый рак, аденокарцинома, которая требует очень дорогого лечения, то есть таргетная терапия, необычная химия. Всего мгновение, несколько слов и под ногами пропасть. Диагноз онкология страшным ударом бьет не только по больному, но и его близким. Было очень тяжело, говорит Моника. Девушка связывалась с онкологами Москвы, Турции и везде. Диагноз матери подтверждался. Однако выявилось, что в Грузии было назначено неправильное лечение. Согласно диагностике врачей, у Цицаны Кишмаря рак не метастазированный. И при неправильном лечении распространение раковых клеток может быть максимально быстрым. Слава Богу, причина была в том, что мы начали лечение, да, но не до конца. То есть там буквально где-то только после одной капельницы, и то не до конца довели. Почему? Потому что у мамы температура поднялась, и нам отменили 10 минут. В течение 10 минут только процедура длилась. И как раз на следующий день со мной онколог связался, то есть я была в режиме ожидания. На платной основе выходила к нему на связь. Я всегда мечтала к нему попасть после диагноза мамы, но к нему попасть очень нелегко. Онколог с Турции. Также онколог с Блохина, также они то, что мне в Турции сказала, то же самое сказали онкологи с Блохина. То есть у меня есть все в документальной форме. О диагнозе матери первой узнала Моника. Девушке сложно до сих пор поверить в то, с чем они столкнулись. Моника старается собрать волю в кулак, найти силы на борьбу, стать для своей мамы поддержкой и надежной опорой. И найти слова, чтобы, наконец, рассказать о поставленном ей диагнозе. Девушка старалась скрыть о заболевании, не распространяясь об этом. Говорит, не хотела никого беспокоить и даже скрыла диагноз от родного брата. Я от всех это всегда скрывала, то есть я думала, я сама справлюсь, я не тот человек, который просит у кого-то помощь. Нет, я думала, я сама справлюсь, но я оказалась бессильна. Я много денег потратила впустую, и я понимаю, что правильное лечение только в Турции, а у меня нет средств, поэтому я вышла с обращением, с просьбой в помощь мамы. Тогда самые близкие, даже родная сестра мамы, самые близкие люди узнали за день до сбора. Но с помощью моей маленькой Абхазии, с помощью добрых людей я получила колоссальную поддержку. Вскоре Моника обратилась с просьбой о материальной помощи в соцсетях. Мне было сложно пойти на такой шаг, но сейчас я могу сказать, что это было одним из самых правильных решений, признается девушка. Абхазия, по ее словам, дала такую мощную обратную связь, что ее вера в выздоровление мамы укрепилась в сотни раз. Мама с большой любовью за моим отцом ухаживает. Он 11 лет лежачий. Изначально, когда и шла на этот шаг, я думала, не получится, нет. Но я не хотела жить с той мыслью, что из-за своей гордости я не пошла и не сделала этот шаг. Нет, я весь мир пешком обойду, но я сделаю все для того, чтобы моя мама жила. Я обращалась за помощью в такие организации, как «Премиум». Хочу огромное спасибо им выразить за то, что они меня очень тепло приняли. Заявление мы оставили, мы на стадии рассмотрений. Также я обращалась в компанию за GSM, Аквафон GSM.
безумно им благодарна. Они нам помогли в сумме в размере 70 тысяч рублей. Сразу откликнулись, на следующий же день заявление одобрили. Также я обращалась к нашему премьер-министру, тоже заявление приняли, то есть одобрено просто на стадии рассмотрения, то есть пока еще ждем звонка. Также к нашему депутату Тимуру Шергейлю, за что ему бесконечно благодарна за его действия, за его поддержку, за его помощь. В Минздрав я обращалась, вообще добрейшей души человек, безумно благодарна. Он сказал, чтобы они с Турцией не сотрудничают, они не сотрудничают с Турцией вообще никак. Если, говорит, вы будете рассматривать Россию, то он мне подсказал те действия, которые я должна совершить для того, чтобы он смог оказать мне помощь. Помочь Цицане Кишмария отозвалась клиника в Стамбуле. Сначала ей проведут повторное обследование, а затем, по словам специалистов, понадобится операция. Стоимость лечения – 1 миллион 457 тысяч рублей. На сегодняшний день собрано более 900 тысяч. Эта история борьбы за жизнь, которая продолжается в настоящее время, призвана доказать, что любая болезнь, даже такая как рак, не является приговором. Каждый из нас может помочь Цицане Кишмария победить страшное заболевание. Посильную помощь можно оказать, перечислив средства на счета, которые вы видите на своих экранах. Реквизиты также можно увидеть на личных страницах Моники Гогохи в социальных сетях. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение.